Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней отсыпочки звучит так. Вам срочное сообщение от вашего ангела-хранителя, о чем он желает вас предупредить. Если тема интересна, пожалуйста, посмотрите на песочек, подумайте о своей жизни, о том, что происходит с вами, и мысленно либо вслух задайте такой вопрос: о чем спешит предупредить меня мой ангел-хранитель? Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Попрошу я высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Итак, давайте же посмотрим, какое предупреждение для вас подготовил ангел-хранитель. Так, что-то неладное происходит в вашем окружении, что-то неладное происходит в вашей жизни. Мне очень нравится вот этот знак. Это знак того, что волк воет, но его голос не слышен, потому что вот эта хищная птица, да, она пытается вцепиться ему в морду, да. То есть волк — это хороший знак, в принципе, это хороший тотемный знак. Но вот эта птица, которая цепляется ему в морду, мне вообще не нравится. Эта птица, она хищная, она недобрая. За ней, видите, какой шлейф идет неприятности. Это все вот такое, знаете, все какое-то в точечках, все какое-то в разрывах. Какая-то птица нехорошая. Очень нехорошая. Знаете, я так скажу, кто-то вмешивается очень сильно в вашу жизнь, либо пытается вмешаться, либо вмешивается. Человек не делает это от доброго сердца, человек не делает что-то для вас нужное, важное, полезное. Скорее наоборот, идет перекрытие вам дорог, перекрытие возможностей. Возможно, кто-то даже что-то ваше пытается присвоить себе. Будьте крайне аккуратны, берегите себя. Смотрите, берегите свою семью. Вот у вас за спиной, получается, вы пытаетесь бороться с этой неприятностью. Но за спиной у вас получается ребенок, либо два ребенка, либо ребенок и еще человек, которого вы пытаетесь защищать. Но вы не видите главного. Здесь вот такой злой джин, который, видите, над вашей семьей занес вот такой тесак. Знаете, вот злые люди как-то интересуются вами, вашей жизнью. Вот злые люди что-то такое вокруг вас затевают и думают. Вам нужно, мои дорогие, обязательно заручиться поддержкой высших сил. Вот как хотите. Конечно же, нужно думать о своей жизни. Нужно, если нужна юридическая помощь, обращайтесь к юристам. Если нужны какие-то медицинские, может быть, заключения, да, обращайтесь к специалистам, медикам. Но и также вы должны обращаться и к высшим силам, как к определенной инстанции, которая помогает нам в трудных жизненных ситуациях. В принципе, высшие силы вы можете попросить о чем угодно. Если вы делаете это правильно, если вы делаете от сердца, вас обязательно услышат и вам помогут. Слишком как-то много всего на вас навалилось, да, вот прям какая-то ситуация черной полосы, что ли, да. Смотрите, с этой стороны вы боретесь, но то, что сзади у вас находится более серьезный враг, вы об этом вообще не догадываетесь. Вплоть до того, что может быть даже такая ситуация, что вы боретесь с кем-то вот видимым, да, но при этом вы не понимаете, что враг уже зашел в ваш дом, уже находится рядом с вашей семьей, либо человек, который, скажем так, рядом с вами, да, это источник зла, да, источник неприятностей, и это может угрожать вашей семье. Прям посмотрите, кто находится рядом с вами, кто вхож в ваш дом, кто... я не знаю, вот я не хочу тут, как бы это общее, да, гадание, но тем не менее, я дам примеры. Например, какой-нибудь там сосед, да, втерся в доверие, и он там приходил, вам что-то поремонтировал, потом ваши дети его знают. А этот сосед, он, например, там либо наркоман, либо он игрок. Ему понадобятся деньги, он пойдет их искать в вашем доме, обманет ваших детей, что-нибудь у вас там заберет, вынесет. Либо это мужчина, с которым вы, например, познакомились, начали встречаться, который напрашивается к вам в гости, а он, например, там, не дай бог, какой-нибудь
с расстройствами психики, да, чтобы этого не было страшно. Может быть, не вы, может быть, например, кто-то из вашей семьи, да, например, в дом приведут человека недостойного. Присмотритесь к окружению. Вообще старайтесь так, чтобы в вашем доме были вы и ваши самые близкие, да, вот в ком вы 100% уверены, что люди для вас не опасные. Потому что вот эта картинка мне совершенно не нравится. Здесь такое очень четкое предупреждение, что человек, ну, реально очень сильный, и он у вас за спиной, то есть вы его не подозреваете. То есть меньше всего вы подумайте на этого человека. Так, еще вы боитесь каких-то перемен, которые в вашу жизнь уже стучат. Но ангел говорит, что наоборот, нужно бояться застоя, который в вашей жизни происходит. Перемены, хоть они и выглядят немножечко сложными, что они не дадутся вам просто так, на то они, как говорится, выстраданы, да, эти перемены будут выстраданы. Вам придется за них и побороться, и постраждаться, но результат будет просто прекрасным. Сейчас вы как будто бы по волнам вас вот так бросают, но вы войдете в состояние штиля, когда все будет спокойно, размеренно, четко и понятно. Вам не нужно больше будет ни с кем не сопротивляться, не бороться, ни каких-то вот таких странных и непонятных вещей, да, когда вы против системы, да, либо вы одна, либо один, этого ничего не будет. Вы вольетесь в какое-то общество людей с вот у вас что-то у всех будет общее, да, вот что-то вы все будете одинаково либо любить, либо делать, либо увлекаться. Вы не только коммуна, да, и группа людей, но вы еще и как братья и сестры идете. Я не знаю, что это, но вы вот прям считаете, что вы все родные. Очень хорошее состояние. Не бойтесь этого состояния, вам это очень, ну, и выгодно будет, и вы поймете, как это хорошо, когда ты не один, когда есть единомышленники. Состояние прекрасное. Может быть, это, кстати, новая работа, где будет прекрасный коллектив. Может быть, какие-то курсы вы пойдете посещать, тоже вот какой-то коллектив очень дружный у вас получится. Здесь я вижу женщину утонченную, женщину, может быть, даже с положением, статусную. Эта женщина в вашу жизнь принесет изменения. И эти изменения будут касаться именно вас, вашего отношения к себе, к своему состоянию и к принятию себя такой, как есть, либо таким, как есть. Женщина очень такая, знаете, ну, она красивая, она высокая, у нее длинные волосы. Она как учитель, гуру, наставник, пример, кстати, может быть. Слушайте эту женщину, ее слова, они вам в жизни очень многое, на многое откроют глаза, да, и во многом помогут разобраться. Так, дальше у нас здесь человек, который в вашу жизнь несет какую-то коробку. Смотрите, я вижу, что человек что-то вам подарит, да? И вы к этому отнесетесь, как будто бы, ох, человек мне сделал подарок, теперь я типа этому человеку обязана, либо обязан. Не надо к этому относиться так, потому что этот человек подарил вам подарок просто так, от чистого сердца, от того, что, ну, у него была возможность, почему бы и нет. Если вы будете падать в эту обязанность, то вы будете себя вести немножечко неадекватно, и вы будете от этого человека потом еще сторониться, что, дескать, ох, человек мне сделал подарок, а мне теперь, ну, нечего подарить, да, либо у меня нет возможности, значит, лучше я не буду попадаться на глаза этому человеку, лучше я там дистанцию буду держать, ну-ка так будет лучше. Это очень деструктивный подход, и вы обидите этого человека и потеряете возможности, которые этот человек вам может дать. Этот человек не только подарок вам может дать, он, кстати, может вам помочь в решении какого-то для вас очень важного, прям очень важного дела, либо ситуации, там, поможет, например, устроиться на хорошую работу, либо поможет вам разъяснить какую-то, не знаю, ремонт провести, да, разъяснить какое-то дело, да, за вас где-нибудь там побороться, постоять за вас, за ваш интерес. Человек неплохой. Кстати, человек такой плотного телосложения. Это не худенький человек, это мужчина больше похож. Дальше. У вас есть человек достаточно... Но это кто-то из ваших, либо бывших, либо настоящих мужчина, который вас энергетически опустошает. Этот человек вас очень сильно раздражает, и он знает, что он вас сильно раздражает. То есть как будто бы он специально вас бесит, выводит из себя, провоцирует на конфликт. Да? Человек слабенький, энергетически слабенький, он вас пьет. Когда вы на него злитесь, когда вы раздражаетесь, даже, например, не в прямом контакте, в прямом присутствии, а, например, там человек, ну, спровоцировал вас какой-нибудь там грязной фотографией, либо позвонил там, что-то с вами там поругался, обозвал вас, либо где-то вас там встретил, что-то там высказал, да, либо если вместе живете, то
там начал какие-то претензии глупые предъявлять, что там соли мало, либо там как-то вы ему носки не так погладили, да, шнурки не нагладили. То есть, понимаете, вот момент провокации идет. А вы вроде как бы вы догадываетесь, что он специально вас провоцирует, но вы все равно вот как спичка сразу зажигаетесь и прям всю себя вот прям выплескиваете на этого человека. А он такой довольный, он получил свою порцию энергии, все, он чувствует себя классно, между вами, как говорится, конфликт исчерпан, вы опустошенные сидите, ручки опустили, вообще сил ни на что нет, а человек в прекрасном расположении духа идет куда-нибудь там, не знаю, развлекаться, отдыхать, веселиться. Эта ситуация не одного дня и не одного даже года, это как будто бы уже на какой-то постоянной основе. Если вы понимаете, что это про вас, то здесь ангел, конечно, просто кричит, что так делать не нужно. Не нужно поддаваться на эти провокации, нужно бороться за себя, за свое счастье и за свою энергетику. Энергетика вам достается достаточно сложно. Вы и так человек, который должен, вот я не знаю, тут решать практически все на вас завязано. То есть, будучи, например, слабой женщиной, прям просто тут, я не знаю, такая огромная титаническая работа, каждый день вы выполняете какую-то просто нереальную работу, очень тяжело вам приходится, но вы ведь не ропчете на судьбу, вы не сдаетесь, вы делаете честно свою работу, свои обязанности день ото дня, и ангел это видит, и он очень за вас переживает, поэтому он просит заблокировать этого человека в плане подкормки его своей энергетикой. Как вы можете это сделать? Да просто игнорьте. Что бы этот человек там не вытворял, что бы он ни делал, просто отключитесь, да, отключитесь и абстрагируйтесь. Что, ну, типа, я не знаю этого человека, да, мне все равно, что он делает, мне все равно, что говорит. И вы увидите, как он начнет меняться, как его начнет это все раздражать, колбасить. И чем меньше вы будете на него реагировать, тем он будет слабее становиться. Вплоть до того, что он действительно может просто так, ну, даже чем-то, например, там приболеть, да, либо у него прям упадок сил случится. И вы поймете, что вампирит, причем вампирит достаточно жестко. Вам нужно переводить этого человека на другие сферы, да, либо на другой образ питания и жизни. То есть этому человеку нужно, скорее всего, больше общаться с людьми в коллективе, может быть, работу даже поменять, потому что ему нужно чужая, вернее, от людей энергетику получать. А он ее может получать либо когда он рассказывает слезливые истории, либо когда он этих людей провоцирует на агрессию. Вот. Пусть он идет где-нибудь, не дома, да, пусть в другом месте получает энергетику. Если вы с человеком расстались, то ну, просто заблокируйте и все. Пусть помучается без вас, пусть отощает без вашей энергетики. Так, еще ангел говорит, что вы закрыты. Вы очень сейчас закрыты от какой-то информации, от каких-то, ну не знаю, от какого-то принятия решения. То есть вам нужно принять какое-то решение, но вы закрылись. Вам страшно, вы боитесь, и вы решили просто вот, ну, отодвинуть этот момент. Это плохо, потому что к вам вот стучится, да, какая-то добрая весть, где вам сообщат, что вам либо не нужно ничего менять, либо предпринимать, либо есть кто-то, кто может за вас это все сделать. Немножечко поработайте с этим вопросом, не надо его откладывать, вам все равно придется его решать, рано или поздно. Но сейчас есть возможность как-то решить по-быстрому, да, причем ну, малой кровью отделаться. Ангел говорит, что нужно решать именно здесь и сейчас. Машина вышла. Если у вас есть машина светлого цвета, это легковая машина, небольшая. Кстати, может быть даже и какой-то то ли мотоцикл, то ли велосипед. Ангел говорит, что там что-то не так, что там нужно либо поремонтировать, либо нужно... Ну, в ремонт лучше, в сервис отдать, да. Вы, может, что-то слышите, может, что-то подозреваете. Вот это правда. Нужно провести ремонт. Я не могу понять. Вот, смотрите, вот, да, человек сидит на двухколесное что-то, да, вот прям, может быть, действительно мотоцикл, велосипед, также может быть автомобиль. Но это вот небольшой совсем, маленький, да, и светлого цвета. Так, еще вот животное вышло. Животное, будьте аккуратны, потому что есть риск, что животное что-то может не то скушать на улице, особенно, да. Может быть, это ваша собачка, может быть, кошечка гуляет на улице. Будьте аккуратны, потому что здесь прям какой-то вот прям коварный человек, либо могут, кстати, украсть ваше животное, либо чем-то вот прям, ну, как отравить, да, вот попытаться, вернее, отравить, не дай бог. Будьте аккуратны, прям следите, чтобы ничего лишнего в рот не попадало. И, конечно же, старайтесь не отпускать с поводка, либо, что если кошечку, тоже, наверное, на поводок лучше берите, потому что прям вот прям какой-то тип склонился над вашей кошкой, либо собачкой. Мои милые, гости к вам идут.
гости к вам идут, причем такие гости, они как будто бы несколько раз собирались и назад возвращались. А в этот раз они уже дойдут конкретно, тут будет очень хорошая встреча, душевная. Хорошенечко посидите, поговорите, вы узнаете какую-то чужую боль, печаль, какой-то чужой секрет. И знаете, вот это знание как-то перевернет ваш мир, и вы начнете, может быть, более активно бороться за эту жизнь и за это счастье. Вот женщина вам что-то такое расскажет, что вот в принципе, да, у вас, вы будете слушать, у вас волосы на голове будут шевелиться. И это действительно вам поможет пересмотреть свои жизненные позиции. Вот ангел наконец-таки доведет эту женщину к вам, чтобы она вам дала нужный, правильный посыл на то, чтобы свою жизнь поменять к лучшему. Так, мои милые, гадание мое на этом закончено. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.